Как там у вас дела? Потихонечку. Володечка там не сильно жахает с града? Не. Мы из, Ну, Дон- нормально. мы из Он Донецка. там так? Мы из Донецка. Донецк, о, базара нет, наши люди. Спасибо. Рождение сила, Джамба. Как дела, мужики? Как здоровье у вас там? Как вообще вы? Ебашим хохлов нормально. Володя помогает, все помогают. Базара нет, наш пацан. Красавчики, давайте вперед, здоровья и успехов. А вы точно за нас? Конечно Конечно. за вас, вы чё, кроме вас? Вы чё, пацаны? Бля, братуха, не поверь, если бы, сука, не наш ебучий президент, я уже давно был бы наемником, нахуй, и заебашил бы за Россию, поверь мне. Это наш, сука, гондон ебаный, сука, парно-пердюшник. С Америки, с похода, скачет, сука, на одном хую, ебать, с неграми там в жопу шпилится. Вот так вот, так что, братан. Ай-яй-яй. Вот у нас такая, сука, система. Если была бы это Россия, поверь мне, я наемником первым поехал бы ебашить. Ну, у нас, кстати, хорошо платят. Давай, может, как-то там тихонечко никто не узнает. Бля, братуха, не обессудь, дай номер только с кем созвониться, кто мне это проплачет, дорогу даже всю. У меня даже на дорогу ебать нету. Было на дорогу ебать, а уже, блядь, нету. А сколько таких, как Не ты? вопрос, не вопрос, братан, не вопрос. Когда хоть завтра ебать ехать? Понял, сколько таких, как ты? Можешь собрать 12 человек? 12 человек, да, смогу, бывшие сослуживцы мои, с кем я служил. Снайпера есть подрывники, есть разведка. А все за нас, за русских, или за хохлов могут быть? Нихуя не, за хохлов не пойдут. Я всегда за Россию. А как зовут тебя? Меня Николай зовут, Орлов фамилия. То есть, Николай, слушай, если я обеспечу вашей бригаде финансирование... Базара нет. Мне только номер и цифры и деньги. Я привезу кого хотите. Хотите, блядь, установщика града. Ну, оружия базара нет, я не смогу привезти. Потому что у меня здесь Казахстана оружия нету. Коля, у нас оружия вот так, нас людей не хватает. Ну, это самое главное, чтобы было, чем воевать. Коль, а сколько вот нужно просить денег на 12 человек? Сколько зарабатывать? Или за идею пойдешь? Ну, мне максимум, если долги перекрыть, вот чисто долги, мои 2 кредита, это если в рублях считать, то 200 рублей, 200 тысяч рублей. Ну, в тенге это где-то 1,5–2 миллиона. То есть, чтобы отработать кредиты, ты готов убивать хохлов, правильно я понимаю? Конечно, да в легкую ебать. Как здравствуй сделать. Ну, это ж называется нацизм, походу, нет? Не, нихуя. Коль, давай, пока нас не прервало, номер запишу, потому что как бы есть хорошие предложения, но просто нужно в городе, Рудном у нас есть офис, в городе Рудном, знаешь? Рудный, да. Далеко от тебя? Далеко от тебя? Рядом. Ты из Костаная, нет? Рядом с Костанаем. Вот у меня там ваши ребята работают, частной военной компании «Вагнер». О, ну, у нас другой, у нас небольшими группками, но нормально платят, понимаешь? Давай номерочек запишу, если тебе, ну, если не боишься. Записывают. А ты что бояться? Кого бояться? Фашистов, что ли, бояться? Ну, да, ебать? Ебашь мне 45-м, ебать, да ебем, ебать, 2002-м. Да. Молодец. 8 700 как там? 705 269 3502. Николай Орлов. Моя фамилия. 2. Ты служил где-то в горячих точках? Погранвойска, ДШМГ, десантно-штурмовом. Не, а в Чечне, там, не знаю, может, в Грузии там поучаствовал, в Крыму Нет, был? мы так чуть-чуть маленько постреляли, так маленько. Ну, такой прям крупной компании не был. Николай, а семья есть, дети? Один я по жизни, никого у меня нету. Ни мамы, ни сестер, ни братьев. А, тебе получается, типа нечего терять, да, по большому счету? Конечно, братан. А ты родился в Казахстане или приехал в гости куда-то? Я родился в Казахстане и душой в России. Душой в России. А ты планируешь, ну, переезжать все-таки или ждешь, пока Россия придет к вам? Ну, в основном, братуха, знаешь, как я? Я жду, когда Россия придет к нам, или я жду, когда я уже в Россию перееду.